Первая в мире беспроводная радиосистема была продемонстрирована миру 7 мая 1895 года. Созданный Поповым приемник носил название «Грозоотметчик». Он мог передавать электромагнитные колебания на расстоянии до 60 метров. Затем ученый усовершенствовал систему и уже через год смог совершить беспроводную передачу сигнала на 250 метров. Радиопрограмма состояла всего из двух слов «Генрих Герц». Ну а в век высоких технологий у радио гораздо больше возможностей. Жизнь на волне 88,8 FM. Национальное радио занимает важное место в общественно-политической и культурной жизни региона. Ежедневно в эфире звучат авторские и тематические программы. На национальном радио в день выходит сразу 3 интерактива – утренний, дневной и вечерний. Повод у нас весьма радостный сегодня выйти в эфир, потому что сейчас на календаре 7 мая, День радио. Их голоса, тембр и слова, звучащие на волнах эфира, способны в красках передавать любые события. Радиостанция 88,8 FM – это целая команда ведущих, звуковиков, операторов и редакторов. Благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова можно не только узнавать новости и познавать мир, признается Милана Манкиева. Я веду интерактив с моей коллегой Замирой Фаргиевой с 11 до часу. Новостные выпуски на мне, спортобзор, ну и различные интервью с гостями. За те годы, что я работаю на радио, я узнала очень много нового и познакомилась с огромным количеством интересных людей. Наверное, это самое ценное. Телеведущий в прошлом и радийщик по призванию. В стенах радио он обрел то, что давно искал – обратную связь с публикой. Ахмед Хашагульгов уверен, изменять национальные повестки не стоит даже в угоду новому времени. У нас такое развлекательное шоу, но все равно мы пытаемся воспитывать и подрастающее поколение, и в первую очередь самих себя, больше популяризировать наши обычаи, наши традиции. В век высоких технологий радио по-прежнему остается самым популярным средством связи. Согласно опросу ВЦИОМа, его в стране слушает каждый второй россиянин. Национальное радио Магаз – это 24 часа вещания на всю республику и интернет-вещание, доступное в любом уголке мира. Технологии радиостанции тоже развиваются. Помимо того, что у нас есть аналоговый эфир, мы точно так же вещаем и в социальных сетях, и на цифровых площадках, таких как голосовой помощник Алиса, голосовой помощник Маруся и другие цифровые площадки. У нас всего лишь 15 человек радиостанций, которые работают, но они работают днем и ночью. Все, и главный редактор, и выпускающие редактора, и ведущие, и звуковики, и технари. Это такой большой комплекс работ. За духовное просвещение отвечает радио «Ангушт». Оно было вновь перезапущено в этом году на базе нашей радиостанции. 10 лет назад мы запустили в эфир национальное радио Ингушетия. Сегодня мы называемся НТРК «Магаз», и в этом формате, помимо музыкально-развлекательного радио, в конце прошлого года мы запустили еще духовно-нравственную радиостанцию на волне 88,4 FM. Прогресс беспощадно требует эволюции, хотя кое-что все-таки по-прежнему. Жизнь без радио и в новейшей истории представить сложно. Знаменательный день. Сегодня день радио и связи. Мне, безусловно, хочется поздравить коллектив телерадиокомпании НТРК во главе с его прекрасным, незаменимым директором. Хотелось бы поздравить всех моих коллег, всех радийщиков нашей прекрасной страны, России. Но в первую очередь, конечно, своих коллег, работников национального радио, не только ведущих, но и наш технический персонал, звуковиков, операторов, нашего главного редактора, нашего выпускающего редактора, наших радиослушателей, конечно, в первую очередь. Поздравить всех радийщиков нашей страны вот с этим профессиональным праздником, пожелать им всегда легких и веселых эфиров. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.